Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Ильшат Мансурович Гатин. Являюсь доцентом кафедры экологии, географии и природопользования. И здесь, в принципе, представляю комиссию, являюсь председателем предметной комиссии по географии. Хотел некоторые нюансы разъяснить по вступительным испытаниям по географии. Значит, вступительные испытания по географии проходят в дистанционном формате, обычно в виде тестов, и вам будет представлено 25 вопросов. Минимальное количество баллов, которые вы должны, не то что должны, а минимальное количество баллов 40 для, скажем таки, зачисления в разряд студентов, а максимальное количество баллов 100, которые вы можете максимально набрать. Продолжительность вступительного испытания 60 минут, поэтому это время ограничено. И имейте в виду, по географии у нас будет проверяться знания по основным 5 разделам. Это первое — географическая карта и план местности. Второе — это географическая оболочка, включая атмосферу, литосферу. И в том числе, значит, третья — гидросфера перенесена в третий раздел, это воды, суши и мировой океан. Четвертый раздел — это природные зоны Земли. И пятый раздел из, значит, части экономической географии — это география промышленности. Дистанционная форма сдачи предполагает, во-первых, значит, первый вход через логин и пароль, которые вам отправляются на электронную почту. Смотрите в своих почтах и особенно внимательно смотрите в папке «Спам». Во-вторых, это последующее посещение сайта под своим паролем, который вы не меняете при первом, то есть входе в учетную запись. В-третьих, перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где вид на лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фото и фамилией, именем, отчество. И в-четвертых, это время, отведенное на прохождение экзамена, оно ограничено. У вас есть одна попытка. В принципе, все нюансы и все, скажем, подробности, пошаговая, скажем, инструкция будет прикреплена вот после этого видеообращения. Так что посмотрите внимательно, там будет пошаговая инструкция. Расписание вступительных испытаний вы можете найти, зайдя в сайт приемной комиссии. Заходите в вкладку, значит, бакалавриат и специалитет, и, соответственно, смотрите расписание консультаций и вступительных испытаний. Выглядит по географии и по другим предметам, оно выглядеть будет именно вот таким образом. Соответственно, консультация 23 июля. И, соответственно, вступительное испытание начинается с 25 июля, резервный день 26. Далее, для тех, кто подает документы с 21 июля по 12 августа, это 19 августа с резервным днем 21 августа, время тоже смотрите. И, соответственно, для последующих 20 августа с резервным днем 22 и последнее, скажем, испытание вступительное, это уже 19 сентября и 21 сентября. Тоже по времени смотрите, в основном все начинается с 10 часов. Как подготовиться к сдаче вступительных испытаний? То же самое. На сайте приемной комиссии заходите в раздел, значит, бакалавриат и специалитет, и здесь вывешивается программа вступительных испытаний по географии. Выглядит оно вот следующим образом, поэтому внимательно можете ознакомиться, что, как, каким образом, значит, все будет проходить у вас. Ну и хотел привести некоторые примеры, значит, заданий из тех разделов, которые вас ожидают, то есть из тех 5 разделов. Вот примерные задания, которые вас ожидают. Первое задание — вот географическая карта, и, то есть первый раздел — географическая карта, и вот примерных 2 задания.
вот по масштабам, например, при каком масштабе изображение на карте будет более подробным. Вот и правильный ответ, соответственно, при крупном масштабе. Что такое географическая карта? То же самое. Значит, приведены 4 варианта ответа. Ваша задача найти правильно, и в данном случае правильным ответом является вот уменьшенное изображение поверхности Земли и ее части. Далее, по второму разделу географическая оболочка, где, значит, будут вопросы в основном по атмосфере и литосфере. Соответственно, тоже вот два примера. Укажите причины, влияющие на изменение климата. Соответственно, вот все 4 перечисления, и при соответствующих их, скажем так, и правильности, все перечисленные ответы будут верными. Вот в данном случае все это подходит под верный ответ, который влияет на изменение климата. И, соответственно, конечно же, знание номенклатуры тоже здесь проверяется. В данном случае вот вопрос: на материке Евразии находится, в данном случае, индогангская низменность. Все остальное к Евразии отношения не имеет. Третий раздел воды, суши и мировой океан. Вот примерные вопросы. Значит, по 2 вопроса. Пример выставил, чтобы вы хотя бы предварительно знали, что от вас будет требоваться. Ну, например, мировой круговорот воды начинается где? Конечно же, в Мировом океане. Или какой океан считается самым большим? Ну, в данном случае это Тихий океан. Предпоследний раздел – это природные зоны Земли. В данном случае, значит, вот вопросы примерные. На какой из природных зон Земли можно встретить самое большое разнообразие представителей животного и растительного мира? В данном случае это, конечно же, экваториальный лес, который в принципе богат разнообразием и ярусностью. Поэтому в данном случае, конечно же, это экваториальный лес. Или следующий пример: сколько длятся полярный день и полярная ночь на полюсах? Это по полгода. Все мы прекрасно это знаем. Это все зависит, как говорится, значит, расположения Земли по отношению к Солнцу. Последний раздел – это география промышленности. Здесь вот я тоже подобрал вам для примера 2 задачки тестовые. Значит, это вопрос примерный. Вот, широкое применение в 20 веке получил такой тип электростанции. Ну, в данном случае правильным ответом, как вы видите, является тепловые электростанции. На сегодняшний день, вы все прекрасно знаете, на долю тепловых электростанций приходится основная часть выработки электроэнергии. И второй примерный вопрос, который вас ожидает, или формат, скажем, таких вопросов, которые будут схожи с теми, которые будут представлены в вступительных испытаниях, это вот вопрос про уголь. Каменный уголь уступает нефти по этому параметру. Здесь в данном случае правильным ответом является себестоимость добычи. Все остальные показатели, то есть ответы к каменному углю, не имеют отношения. Вот все примеры всех 5 разделов я вам, значит, показал. Такого же формата тестовые задачи вас ожидают на вступительных испытаниях. И, соответственно, какой-либо специализированной литературы для подготовки к вступительным испытаниям не требуется. Достаточно школьной базы или же справочников для подготовки к вступительным испытаниям по географии. Ну и, конечно же, обязательным является вам в помощь карта. То есть знание номенклатуры тоже в географии имеет особую важность, потому что карта – это язык географии. Но если же у вас будут возникать вопросы касательно, скажем так, вступительных испытаний, вы можете напрямую писать на мою почту по указанному адресу, или же обращаться напрямую в приемную комиссию. Так что на этом все. Значит, я вам пожелаю успехов. Покажите максимум своих знаний, не волнуйтесь, все будет хорошо. Задание представляет из себя, в принципе, то есть задания, которые выполнимы. Удачи вам. До свидания. Первый вход в личный кабинет.
у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.